Это подземное озеро. Река вытекает из пещеры, образует в этом месте. Это единственное место, где вот такая обширная река, подземная именно обширная река. Здесь есть уникальные животные, которые питаются комарами, уникальные пауки, бактериальные маты, микрофлора, которая создана, ну, видимо, тысячелетиями создавалась и образовала свой биоценоз, основанный на сере, что достаточно интересно, их обычно нет. Ну и, конечно, мы чувствуем запах этой серы. Температура воды плюс 16 градусов, то есть она чуть-чуть не дотягивает до термальной, но все равно теплая, повышенная температура. Помогает растворять известняки. Dela alır şılla. Bana riküyor. Dela hu erdera. Muhammed. İşte hacı Muhammed. Убара эро это мо вариант тига. В Правокеане. То есть вот массив, в котором есть пещера, он здесь вот довольно маленький. И вот представьте, те животные, которые живут в этой пещере, они не могут перебраться, условно говоря, в другие пещеры. Так же самое из тех пещер. И получается, мы имеем такой уникальный островной эндемизм, то есть образование новых видов и форм. Эволюция, она, ну как бы... Они сами внутри развиваются. Да, они сами... Тысячи лет, Ну да, миллионы, тысячи лет. То есть смысл такой, что, грубо говоря, живя в этих пещерах, они, ну, их своя история. Это как народ, который пришел, он живет долгое время сам. Да, что то и в другом месте нет такого, да? Вот, ну, ничего подобного пока не видел. Вот именно что уникально, что здесь связано вот это серной водой. То есть, получается, в воде живут там комары, бокоплавы. То есть, соответственно, если комары вылетают, они становятся пищевым ресурсом для всяких пауков и так далее. То есть, чем уникально, то есть, это завязано не на той органике, которая попадает с поверхности, а то, что непосредственно сама пещера производит. То есть, она как бы, есть все равно, есть поверхность, нет поверхности как таковой. Как будто сама своя экосистема Да, там. да, независимая экосистема, она уникальна. И одна такая. Да? Да, она одна, то есть, второй Вот такой это, нету. да? Да, да. Прикинь. Есть, Вот тебе история. Есть палеосистемы, которые сейчас уже не живые, вот, которые когда-то были такие же похожие, но там уже все закончилось. Остались только какие-то минералы, но живого уже ничего нету. А это вот место уникально тем, что здесь все живое, собственно. Она не убежит? Сейчас, подожди. Подземный мир. Фокус возьму. Подземный мир, говорит. Драконы, да? Не увидишь ничего. Сейчас подожди, если я фокус возьму, увижу. Личинки, да? О, видно. Видно. Вот спасибо вам за такую информацию. Потрясающий, неожиданный, конечно, результат. То есть это все минералогия, микробиология, интересно зоология. Вот мы буквально вот в этом году, месяц назад, наверное, были в этой пещере с нашими коллегами-биологами. Нашли, собрали 50 видов организмов, это насекомые, паукообразные, в общем, различные виды животных, и из них как минимум 5 совершенно новых видов, которых вообще не было известно. То есть это просто кладезь того, что только изучают. То есть это для науки, для образования. То есть одно дело чистая наука, другое дело студенты, когда приходят, конечно, будут обучаться этому. И второе, показывать людям. Это очень красивые места. Конечно, вот это все вместе, это только одна точка. Но таких точек в Чечне очень много. Около 35% в Чеченской Республике занимают крастующиеся породы. Если побольше немножко, но сам факт, что треть Чеченской Республики, третья часть, это крастующиеся породы. И, то есть, конечно же, там будут огромные... то, что уже найдено в Чеченской Республике, зафиксировано из пещеры, это какой процент из того, что теоретически еще можно найти? Ну, только самое начало. Самое начало. И действительно очень интересные объекты есть, и они зрелищные, красивые, и сами поверхностные формы. Причем использовались эти поверхностные формы, гроты, пещеры использовались испокон века, в общем-то. Считается, что одно из центров развития чеченского этноса – это
это район, Галанчевский район или Нашха, там действительно огромное количество карстовых регионов. Это карстовый регион, то есть всю жизнь люди жили в карстовом регионе. Конечно же, там и этнос к этому относится. Ну, здесь действительно очень интересно. Геннадий Викторович, ну я правильно поняла, два направления есть работы. Научная деятельность очень серьезная, потому что много открытий можно сделать уже даже на основе того, что найдено.